В эфире еженедельная информационно-аналитическая программа «События недели» и я, ее ведущая Елена Лолуа. Здравствуйте! Национальным банком Абхазии разработана трехлетняя программа кредитования малого и среднего бизнеса. Из 200 миллионов рублей половина этой суммы будет направлена на развитие малого бизнеса в аграрном секторе. Остальные 100 миллионов – на стимулирование малого и среднего бизнеса по другим направлениям экономики. 15 июня программе кредитования был дан старт. О механизмах предоставления и возврата кредитов, о системе отбора бизнес-проектов мы поговорим с гостем в студии. А пока давайте посмотрим, какой была прошедшая неделя. Обзор новостей представит Роланд Матуа. Изготовлением новых паспортов Абхазия должна заниматься исключительно собственными силами под контролем собственных спецслужб, считает фонд экспертного содействия «Айнар». Такое мнение высказали члены фонда в распространенном обращении к руководству страны. Правительство Абхазии заключило договор с российским госзнаком на изготовление 250 тысяч абхазских паспортов нового образца с повышенной степенью защиты. Кроме того, госзнак займется разработкой и внедрением автоматизированной системы выдачи паспортов с приблизительной стоимостью проекта в 40 миллионов рублей. Система предназначена для сбора, хранения, обработки и передачи информации персонального учета граждан. Информация эта исключительно государственной важности и должна быть конфиденциально, убеждены члены фонда. Доступ к паспортной базе данных будет локализован, обслуживанием системы займутся местные специалисты. Кроме того, по словам первого вице-премьера Абхазии Шамиля Адзенба, в Абхазии нет IT-компаний с опытом работы в этом направлении. Правительство отдало предпочтение иностранной компании, так как их продукция сертифицирована и прошла апробацию. Вооруженные силы Абхазии пополнились новыми офицерскими кадрами. Торжественная церемония вручения диплома выпускникам Сухумского высшего общевойскового командного училища по традиции прошла в Парке Славы. Выпускникам СВОКу также присвоено офицерское звание лейтенант. Молодые офицеры продолжат службу в частях и подразделениях абхазской армии в качестве командиров взводов, артиллерийских и минометных батарей на контрактной основе сроком на 5 лет. Фестиваль классической музыки, парад концертов с участием победителей и лауреатов республиканского конкурса юных музыкантов прошел в Абхазской государственной филармонии 15 июня в рамках культурного сезона «Россия-Абхазия». Учащиеся детских музыкальных школ Абхазии и Сухумского государственного музыкального училища исполнили произведения зарубежных композиторов. Впервые прозвучал концерт абхазского композитора Петра Петрова. В концерте также приняли участие музыканты Государственного камерного оркестра Абхазии и Сочинского муниципального симфонического оркестра. На очередном заседании Кабинета министров 17 июня члены правительства рассмотрели 20 вопросов. В частности, решили ряд кадровых вопросов, а также продлили компании «Роснефть-Шельф Абхазии» срок, отведенный на геологические изучения Гудаутского участка акватории Черного моря с 5 до 8 лет. Учредили некоммерческую организацию «Абхазский национальный фонд политических и экономических программ» и дали разрешение на продажу имущественного комплекса дома отдыха псов в поселке Цандрыпш Гагарского района за 60 миллионов рублей. Заседание правительства в отсутствие премьер-министра Артура Миквабе провел первый вице-премьер Шамиль Адзенба. В этом году дипломы о высшем образовании получили 585 студентов Абхазского государственного университета. Торжественная церемония вручения дипломов прошла 17 июня в актовом зале АГУ. Несколько дипломов выпускникам вручил лично глава государства. Альберт Лиханов, председатель Российского детского фонда, директор научно-исследовательского института детства, приехал в Абхазию с предложением возродить в республике благотворительный детский фонд, отделение которого действовало в советские годы. Этот вопрос обсуждался на встрече с президентом Абхазии Раулем Хаджимба 17 июня. Глава государства всецело поддержал эту инициативу. Проекты, связанные со здоровьем детей, являются приоритетным для государства, подчеркнул он. В этот же день в администрации президента чествовали юного спортсмена Асланбека Гварамия, победителя первенства России по вольной борьбе среди юношей. Соревнования проходили в Якутске. Асланбек Гварамия выступал в составе сборной России и завоевал золото, став сильнейшим в весовой категории до 76 килограммов. Рауль Хаджимба подарил юному спортсмену серебряную монету из серии «Храмы Абхазии». Абхазская делегация во главе с премьер-министром Артуром Миквабе принимает участие в Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге, который открылся 18 июня. Форум посетил и президент России. Ежегодное российское мероприятие в экономической сфере проводится в Санкт-Петербурге с 1997 года. Основная аудитория форума – руководители крупнейших российских и иностранных компаний, главы государств и политические лидеры со всего мира.
Абхазия в контексте современных российско-турецких отношений. Это тема круглого стола, организованного общественной организацией Международный фонд АПСНЕ при участии Центра международного сотрудничества «Дом Москвы». В обсуждении перспектив развития Абхазии в контексте современных российско-турецких отношений приняли представители общественных организаций Турции, Абхазии и России, правительства Абхазии и посольства России, парламентарии, деятели науки и деловых кругов страны. Выступившие подчеркивали, что Абхазия может стать связующим звеном на пути укрепления позиции России в регионе. Политика изоляции Абхазии неверна, она мешает развивать с ней отношения, отметил президент Центра политических исследований в Анкаре, бывший заместитель министра иностранных дел Турции Инал Чевикез. Другие участники дискуссии подчеркнули, что Абхазия рассчитывает на признание ее политической независимости со стороны Турции. Россия уже сделала свой выбор, очередь за Турцией. Российская Федерация сегодня вовлечена в охрану границ Абхазии, между нами действуют договоры соответствующие, существует, функционирует посольство и так далее. И как бы мы оказываем экономическую помощь Абхазии, вы все знаете. С другой стороны, совершенно логично, что, имея такую огромную диаспору в Турции, имея свои взаимоотношения с Абхазией, исторические и современные, Турция или, так сказать, отдельные лица в Турции желали бы развития отношений с Абхазией. Если вы так хотите развивать отношения с Абхазией, признайте Абхазию. Мы познакомили вас с основными новостями уходящей недели. А сейчас вернемся к главной теме нашей программы – льготному кредитованию предпринимательства. Гость нашей студии сегодня – председатель Банка Абхазии Беслан Барателя. Здравствуйте, Беслан Владиславович. Здравствуйте. Итак, на кредитование малого и среднего бизнеса будет выделено 200 миллионов рублей. Кредиты будут выдаваться по 12% годовых. Для заемщиков из села эта процентная ставка будет в 2 раза ниже. Правительство рассчитывает на успешную реализацию этой программы, при которой увеличатся рабочие места и за счет налогов пополнится бюджет. Сколько заявок уже поступило в комиссию? На самом деле количество заявок пока небольшое, поскольку мы начали прием заявок с понедельника. Прошла неделя, на первой неделе в основном люди изучали механизм участия в этой программе, изучали саму анкету, которую нужно заполнять. И дедлайн, то есть окончание приема заявок, это 15 июля. Так что мы ожидаем большое количество заявок к этой дате. Пока мы видим, что ежедневно около 50 анкет берут потенциальные заемщики из здания Национального банка. И такое же количество, думаю, может и больше, распечатывается с официального сайта Национального банка Республики Абхазия. Поэтому о цифрах говорить пока рано. Но интерес, судя по всему, очень большой. При Министерстве экономики работает специальная комиссия, которая занимается приемом и обработкой заявок. Важно, чтобы этот процесс был открытый и непредвзятый. Скажите, кто конкретно занимается вопросом выдавать кредит, не выдавать кредит, рекомендовать тот или иной проект к участию в программе или не рекомендовать? Изначально, когда в Национальном банке Республики Абхазия разрабатывалась схема, механизм получения этого кредита, участия в программе, мы долго думали над тем, чтобы размыть ответственность, чтобы не было понятно, с кем можно договориться. Что это означает? Мы процесс получения кредитования разбили на несколько этапов. На первом этапе, который начался 15 июня и завершится 15 июля, в течение месяца, потенциальные заемщики могут заполнить анкеты и сдать в здании Национального банка на первом этаже, зарегистрировать факт того, что человек желает участвовать в программе. Почему мы выбрали путь анкетирования? Дело в том, что традиционно для получения кредита одним из условий является написание бизнес-плана. Но так как подавляющее большинство граждан не способно самостоятельно написать грамотный, разработанный бизнес-план, и люди, как правило, обращаются к специализированным институтам, конкретным людям и платят немалые деньги, чтобы для них написали бизнес-план, но при этом сами заемщики мало понимают, о чем идет речь и в чем суть этого документа. Мы решили облегчить жизнь гражданам с тем, чтобы они напрасно не тратились. И пришли к тому, что достаточно заполнить анкету.
После того, как анкеты будут сданы, с 15 июля начинается второй этап. Второй этап продолжается 2 недели, с 15 июля по 31 июля. На этом этапе анкеты будут переданы из Национального банка в Государственную комиссию, в которую будут входить министры, депутаты парламента, представители кабинета министров, администрации президента, на предмет отбора этих анкет, значит, на право участия в этой программе. Комиссия будет исходить из целесообразности поддержки данного проекта государством, Национальным банком. А что я хочу сказать? Те анкеты, которые не пройдут комиссию, они, соответственно, не будут поддержаны, соответственно, не будут иметь дальнейшего хода. А те анкеты, которые получат поддержку со стороны государства, и, соответственно, те заемщики, чьи анкеты были одобрены, они смогут, значит, претендовать на получение кредита. Решение комиссии носит рекомендательный характер. Это не означает, что человек, чья анкета получила одобрение в комиссии, гарантированно сможет прийти в банк и получить кредит. Заемщик потенциальный, чья идея, бизнес-идея была одобрена, получит документ, в котором будет указано, что его идея поддерживается государством и рекомендуется он к участию в проекте. Далее, те люди, которые, значит, получат такие документы, они должны обращаться в коммерческие банки. Это третий этап. Какие коммерческие банки? Если идея у заемщика заключается в том, чтобы поддерживать сельское хозяйство, развивать сельскохозяйственный проект, то он должен обратиться в Сберегательный банк Республики Абхазия. Только Сберегательный банк будет кредитовать проекты по сельскому хозяйству. Если это не сельскохозяйственный проект, то для этих целей, значит, выбраны все остальные коммерческие банки, и потенциальный заемщик должен обращаться в коммерческие банки и, значит, представлять банку саму идею и подтверждать то, что написано в анкете. Дело в том, что мы же не уверены в том, что в анкетах отражена достоверная информация. Поэтому потенциальный заемщик в кредитном отделе коммерческого банка или кредитной комиссии должен аргументированно подтвердить, что он способен обслуживать кредит, что у него есть соответствующее обеспечение, и заинтересовать банк стать своим клиентом. После того, как клиент, то есть заемщик потенциальный, и банк находят друг друга, формируется пакет документов. Это означает, что коммерческий банк готов поддержать бизнес-идею того или иного заемщика. И после этого на финальной стадии документы направляются в Национальный банк Республики Абхазия, где в кредитном комитете будут проверять на наличие соответствующего обеспечения. Это главный вопрос, наверняка кредитную историю будут проверять, на который будет акцентировать внимание Национальный банк. Если у заемщика плохая кредитная история, если у него есть кредиты не закрыты или проблемные кредиты были, вся информация имеется в реестре кредитных историй. Если потенциальный заемщик не способен обеспечить свой кредит, то есть нет залогового обеспечения, нет гарантий никаких, то даже если коммерческий банк дал согласие на финансирование, Национальный банк может отказать. То есть, как мы видим, у нас получается такая сложная схема, многоступенчатая. Мы специально ее выстроили таким образом, чтобы потенциальный заемщик не мог понять, с кем можно договориться, в плохом смысле этого слова. И такое большое количество фильтров, которое стоит на пути получения кредита, позволит нам отвести в сторону вот, так скажем, случайных людей, с тем, чтобы у Национального банка не возникли проблемы с возвратом кредитов. Если я не права, поправьте меня в цифрах. Сбербанку будет выделяться 100 миллионов рублей, да. Остальные 100 миллионов будут распределяться по коммерческим банкам. Да. Как коммерческие банки отреагировали на эту инициативу, особенно по кредитованию социальных проектов? Национальным банком Республики Абхазия были разосланы письма ко всем коммерческим банкам с вопросом, готовы ли они участвовать в данной программе. После того, как мы получили ответы, мы поняли, что ни один коммерческий банк не отказался. Это означает, что в сегодняшнем проекте, который реализуется Национальным банком,
участвуют все коммерческие банки. Возникало много вопросов, почему сберегательный банк получает один банк 100 миллионов рублей, а все остальные коммерческие банки вместе 100. Дело в том, что сберегательный банк единственный в Абхазии государственный банк, который имеет филиалы во всех районах Абхазии. И учитывая это обстоятельство, мы выделили такую квоту. Во-первых. Во-вторых, 100 миллионов рублей направлено на сельское хозяйство, ставка процента 6% годовых. Национальный банк предоставляет ресурсы сберегательному банку по 3%, а сберегательный банк добавляет всего 3% годовых. То есть, по сути, банк сберегательный ничего не зарабатывает, учитывая такие большие риски в сельском хозяйстве. Но мы исходили из того, что это государственный банк, и мы должны думать не только об извлечении прибыли, но также и о поддержке производителей. Поэтому пошли по этому пути. Другие коммерческие банки получат от 10 до 20 миллионов рублей в зависимости от позиции банка на рынке. Вы говорили о том, что вместо бизнес-проектов вы заемщикам предлагаете заполнить анкету, которая должна быть простой и понятной для всех тех людей, которые вот только-только хотят заниматься бизнесом. Не совсем так, если можно. Да, давайте. Целью этой программы является поддержка уже действующих предпринимателей. Вот в чем особенность. Тех предпринимателей, которые зарегистрированы в качестве предпринимателей, у которых есть документы и которые стоят на учете. Иначе получится, что мы, Национальный банк, кредитуем теневую экономику. То есть у человека нет ни документов, нигде не зарегистрирован, не платит налоги. Возникает вопрос, на каком основании Национальный банк кредитует бизнес-проект человека, который нигде не зарегистрирован. Мы не можем стимулировать теневую экономику. Очень часто люди сталкиваются с тем, что они хотят получить кредит, но не могут, потому что они не зарегистрированы как предприниматели, а приходят заполнять анкету как физические лица. А у нас разработано два типа анкет. Одна анкета для индивидуальных предпринимателей, вторая анкета для юридических лиц. Анкет для физических лиц не существует, поэтому просто простые рядовые граждане участвовать в программе, к сожалению, не могут. Как же быть тем жителям, фермерам, которые хотят взять кредит под сельхозпроекты, но они не могут предоставить гарантии возврата кредита? У них нет ничего, кроме жилья и приусадебного участка. Что им делать? Национальный банк Республики Абхазия вот этим небольшим проектом не может решить все потребности населения. Потребности на кредиты колоссальные. Я пытался как-то оценить запросы населения на кредиты и стал фиксировать, запросы людей. Вот очень часто в течение периода работы моей в банке подходят люди, спрашивают, как можно получить кредит. Я узнаю, какие суммы им нужны, о каких проектах идет речь. И зафиксировал такую вещь. В среднем только ко мне обращаются люди с просьбой получить до 1 миллиарда рублей в месяц. Это только те, которые ко мне обратились. Я уверен, что значительное количество людей как ко мне не подходит, и, соответственно, запросы на кредит несколько миллиардов рублей в месяц. Конечно же, Абхазия не обладает сегодня такими возможностями, чтобы кредитовать население на десятки миллиардов рублей. 200 миллионов рублей – это, по большому счету, капля в море потребностей населения. Поэтому мы выстроили очень много фильтров, с тем, чтобы произвести отбор. Для нас в этой ситуации главное, чтобы средства были возвращены. Это банковский продукт, он не может быть исключительно социальным. Если речь идет о людях, которые не могут ничего заложить и нечем обеспечить свой кредит, для этого создается отдельная государственная программа, которая может быть использовать элементы субсидирования, элементы выделения средств из бюджета на случай, если будет невозврат, то государство компенсирует, и какие-то государственные гарантии существуют. Но это другая тема немножко. А мы сейчас говорим о банковском кредите. В котором
могут кредитоваться только те заемщики, у которых есть обеспечение. Это мировая практика, что люди стопроцентно не смогут все вернуть деньги. Не потому, что это жители Абхазии или плохо умеют обращаться с кредитом. Во всем мире так. Есть процент невозврата. К сожалению, не все люди способны заниматься бизнесом. Особенно в малом бизнесе. Опыт показывает, что из 100 начинающих предпринимателей максимум треть может успешно реализовать свой бизнес. Мы-то реализуем программу в рамках средств, предоставленных Республике Абхазия со стороны Российской Федерации, то есть так называемый субординированный кредит, который нужно вернуть. И мы не можем подвести наших партнеров, возвращаем деньги в срок, дата в дату, объяснять тем, что, к сожалению, наши заемщики нас подвели, мы такое себе позволить не можем. Другое скажу, что, как я уже вижу, существует огромное количество людей, у которых есть залоговое обеспечение. Существует. Даже к моему удивлению, я даже не знал, что люди, и многие городские люди, жители города Сухум, которые работают, они готовы заниматься сельским хозяйством. У них есть, значит, свидетельство об индивидуальном предпринимательстве, есть что заложить, есть интересные проекты. Поэтому я думаю, что квота будет заполнена достаточно быстро. Вы на какие-то вопросы, которые прозвучали от предпринимателей и экономистов, которых мы записали, уже ответили. Ну давайте послушаем их. С удовольствием. Я оцениваю его положительно. Я считаю, что нам уже давно пора дисциплинировать и себя, и, значит, все общество, чтобы понимать, что есть финансирование в сельском хозяйстве, есть разные способы. Это дотации, есть субсидии, есть кредит. Насколько я знаю, ознакомился с этим документом, там идет разговор о кредите. Кредит, соответственно, имеет определенные условия, обеспечение и заполнение соответствующих документов. Я посмотрел эти документы, и я считаю, что это достаточно хороший, разработанный документ. Там есть момент залога, но есть второй очень важный момент, что гарантии Кабинета министров. Если в дальнейшем статья 24 платы за землю, закон о земле будет введена в действие, то там есть такой, значит, принцип, чтобы проценты по кредитам, на сельское хозяйство компенсировалось через эту статью. Тогда в таком случае получается, что крестьяне, фермеры практически получат беспроцентный кредит. Это большой шаг в экономике Абхазии для развития предпринимательства, сельского хозяйства. Это большое, хорошее направление, которое взяло правительство. Хотелось бы и конкретнее поучаствовать при разработке этих всех проектов. И бизнес-сообщество могло бы дать свои предложения, свои вопросы. Возникают вопросы, что конкретно, какое направление, какая концепция у правительства. Просто понятно, что хочется поднять сельское хозяйство и предпринимательство. Но какое конкретно направление в сельском хозяйстве? Очень много есть направлений. Конечно же, если с нашей точки зрения, это понятно, что это экспортообразующие продукты, которые должны заменить то, что завозится сюда. Есть ли смысл выдавать конкретно деньги сельхозпроизводителям, или же определить основные направления, концепции и выделять им конкретно уже в товарном виде? Если нужно, предположим, людям удобрения, это сосредоточить где-то и конкретно выделять уже не деньгами, а тем же удобрением, сырьем. Мы, например, не знаем, насколько наше государство, какую концепцию определило выделение сельхозпроизводителям. Это закрепление на местах жителей сельского хозяйства в деревнях, или же создание нормального фермерского хозяйства. Потому что создание фермерского хозяйства это могли бы быть и городские жители. Очевидно, что это очень
позитивная мера, необходимость которой назрела уже очень давно. Если вот проанализировать то, что было сказано на тему этой программы, можно отметить несколько положительных моментов, в том числе достаточно неплохие, достаточно низкие процентные ставки и отказ, например, от того, чтобы запрашивались бизнес-планы у сельских предпринимателей. Это тоже правильно, поскольку в большинстве случаев бизнес-планы – это просто формальные бумажки, за которые приходится платить, но на самом деле никакой связи с реальностью они потом не имеют. И то, что будет обязательно требоваться предоставление залога, это тоже очень важно для возврата. Я свое мнение выскажу по этому вопросу. Исходя из того, что этих кредитных средств не так много, то, наверное, стоит пока начинать кредитовать тех, у кого уже есть какое-то хозяйство или какое-то дело. Это всегда вероятность возврата кредитов в таких случаях увеличивается, когда человек уже сделал 1-2 шага, и государство помогает ему сделать последующие шаги. Понятно, что весь спектр предпринимателей, которые или начинающих предпринимателей, которые хотят начать свое дело, с помощью этих средств, 200 миллионов рублей, охватить невозможно. Поэтому, наверное, пока на первых этапах целесообразно предоставлять кредиты тем, у кого уже есть какое-то дело, наверное, на расширение. Насколько мы поняли из программы, деньги получат максимум по 1 миллиону начинающие предприниматели, которые открывают свое дело. Как известно, по статистике, из предприятий, которые имеют бизнес-план, которые получили кредит, через 5 лет их функционирования на рынке остается только одно предприятие из 10. Я рассчитываю, что следующий этап будет и финансирование уже предприятий, которые существуют, платят налоги, открывают рабочие места. Такие предприятия есть. Давайте на них опираться. Беслан Владиславович, мы услышали мнение предпринимателей, экономистов. Ваши комментарии? Мне очень понравилось, что люди трезво оценивают то, что происходит, и дают действительно затрагивают те вопросы, которые волнуют Нацбанк. Во многом наше содержание программы перекликается с тем, что говорится. Единственное, хотел бы подчеркнуть, там просто, видимо, не до конца ознакомились с содержанием программы. Предприниматели, экономисты, некоторые, которые давали рекомендации Банку Абхазии, правильно делали, а делать акцент на уже действующих предпринимателей. Мы на самом деле в программе и заложили, что кредитоваться могут уже зарегистрированные предприниматели, как раз таки аргументируя тем, о чем только что говорили. И на предложение и вопрос Леонида Ося, я, сколько помню, он задавал вопрос, какие конкретные направления будут кредитоваться по сельскому хозяйству. Да? Отвечая на этот вопрос, хочу сказать, мы Национальный банк, безусловно, являемся государственным банком и поддерживаем кредитно-денежную политику, но конкретные акценты в развитии той или иной отрасли экономики делает все-таки Министерство экономики. И именно поэтому, с тем, чтобы понять, какие отрасли нужно кредитовать в первую очередь, создана вот эта комиссия государственная, которая как раз-таки должна отобрать бизнес-идеи на предмет целесообразности поддержки той или иной бизнес-идеи со стороны государства. Единственное, что мы заложили в программе, это то, что программа не кредитует торговлю. Торговля будет кредитоваться во второй программе, которая будет у нас к концу года. Наша задача сегодняшняя как раз-таки поддержать отечественного производителя. Как банки будут контролировать исполнение обязательств по кредитам? Ну, мы заложили механизм поэтапного кредитования. Ну, грубо говоря, если заемщик получает кредит в 1 000 000 рублей, вот этот кредит будет предоставлен не сразу. То есть заемщик в своей программе должен написать этапы освоения этих средств. На первом этапе будет проведена одна работа, на втором другая работа. И, каким образом будет контролироваться? Финансируется или выделяется первый транш, допустим, 200 000 рублей из 1 000 000. После того, как эти средства освоены, сотрудники банка должны
убедиться в том, что эти деньги пошли на те цели, которые обозначены в проекте. В случае, если действительно деньги освоены надлежащим образом, банк выделяет второй транш и так далее. В случае, если первый транш пошел не по целевому назначению, соответственно, программа кредитования для такого заемщика заканчивается. Может возникнуть проблема со сбытом сельхозпродукции. Заемщик не сможет сбыть продукцию и получить, соответственно, прибыль. Чья это головная боль? Ну, безусловно, в первую очередь головная боль заемщика, потому что человек, когда обращается в банк и берет деньги под проценты, он должен подумать обо всем. Не просто о том, что он способен произвести продукцию, но и реализовать. Как бы тут ответственность с него не снимается. Но, безусловно, существует государство, существует Министерство сельского хозяйства, Министерство экономики, администрации городов и районов, которые должны участвовать в том, чтобы создавать благоприятные условия для реализации местной сельхозпродукции. Какие программы еще планирует Нацбанк внедрять в будущем? Вы как-то упоминали на заседании по кредитованию, на заседании в администрации президента о том, что планируется реализовать программу ипотечного кредитования. Эта новость очень оживила наших граждан, особенно молодых семей, которые не имеют жилья и живут на съемных квартирах. Расскажите о планах на будущее. Национальный банк разрабатывает набор таких программ. Вот то, о чем говорим мы сегодня, это первая программа поддержки малого предпринимательства. По окончании этой программы мы хотим запустить вторую программу. Это кредитование небольших сумм под карточный проект. Это под пенсии, под заработную плату для сотрудников организаций и пенсионеров. Безусловно, здесь уже цели кредитования совершенно иные. Залоговым обеспечением этого кредита является поступление средств на карточку. Но пока эта программа не разработана, но как идея я вам ее озвучу. Например, пенсионер может получить в кредит несколько пенсий вперед, и, соответственно, значит, сотрудник организации, который получает заработную плату на карточку, сможет получить там несколько зарплат, там 5-10 зарплат вперед. Это условия будем определять позже, но как идею я вам могу уже сформировать. К концу года мы хотим запустить программу микрокредитования до 300 тысяч рублей. Вот там как раз-таки будут сняты ограничения. Значит, там кредитуется только сельское хозяйство и там не торговая отрасль. Здесь как раз-таки можно будет кредитовать и под цели торговли, и под цели там ремонта дома, приобретения автомобилей и так далее. В общем, широкий спектр целей может быть. В этом году, к сожалению, Национальный банк больше реализовать программ не сможет. Вот со следующего года мы уже, думаю, будем способны начать программу ипотечного кредитования, которая, безусловно, будет очень востребована в Абхазии. Но опять же, обещать нашим гражданам, что со следующего года каждый желающий приобрести квартиру сможет взять кредит и получить, тоже нет. Опять же, средства будут не очень большими и будут выставлены условия, например, там, вклад, как обычно по стандартной схеме, какую-то часть стоимости жилья нужно будет все-таки оплатить заемщику потенциальному, а какую-то часть брать в качестве долгосрочного кредита на 5, а может и на 10 лет. Возвращаясь к программе кредитования малого и среднего бизнеса, какое количество людей она охватит? Ну, опять же, вот мы говорим о том, что возможности Национального банка – это 200 миллионов рублей. Изначально, когда мы думали, какова будет максимальная сумма денег, которую можно выделять в качестве кредита, мы понимали, что если пойдут суммы по 20 миллионов рублей, то участников проекта будет 10 человек. Поэтому мы искусственно, значит, установили, ограничили вот размер кредита и пошли таким путем. 70% средств можно будет получать в виде кредитов до 1 миллиона рублей. Поэтому 140 миллионов – это, значит, максимум 140 кредитов миллионных, а оставшиеся 60 миллионов до 3 миллионов рублей. То есть таких будет кредитов максимум 20. Но если кредиты будут 2 миллионов, то, соответственно, больше. Таким образом, если говорить о количестве участников этого проекта, которые будут кредитованы и получат поддержку со стороны государства,
варьироваться будет в районе от 180 до 220 бизнес-проектов в Абхазии. А сроки возврата кредитов? Значит, заемщики, которые обращаются к банкам на получение кредитов до 1 миллиона рублей, смогут получить его на срок до 2 лет, а кредиты свыше 1 миллиона до 3 на срок до 3 лет. У меня последний вопрос. Не могу не поинтересоваться по поводу того, что вы думаете, что Абхазии пора отказаться от получения российской финансовой помощи и научиться зарабатывать самостоятельно. Можем ли мы себе сейчас это позволить? В принципе, можно все, закрыться и вернуться в село и сесть на натуральное хозяйство. Но если мы говорим о развитии, конечно же, вопросы эти ставить даже, можно сказать, странно сегодня. Мы должны, наоборот, пользоваться теми возможностями, которые нам дает Российская Федерация, и, учитывая вот эти возможности, строить нашу экономику. Безусловно, я согласен, может быть, в контексте того, что мы не должны только ориентироваться на помощь и не формировать свою экономику. Тогда, да, конечно же, помощь, она должна становиться фактором развития нашей страны, источником развития нашей страны. Но без помощи у нас уровень жизни значительно упадет, и развитие на десятилетия откинется назад. Беслан Владиславович, спасибо, что пришли к нам в студию, нашли время, ответили на наши вопросы. Спасибо, не за что. Уважаемые телезрители, а я напоминаю, в студии был председатель Национального банка Абхазии Беслан Барателя. Мы продолжаем выпуск. Сегодня в столице прошла акция, посвященная популяризации здорового образа жизни среди молодежи Абхазии. «Зарядка для страны» – так называется новый спортивный проект, реализованный Сухумским домом юношества. Около 200 старшеклассников из 18 школ страны, маршируя с речевками, прошлись по столичным улицам. В «Зарядке для страны» с удовольствием приняли участие и наши корреспонденты. Репортаж Амры Амичбан. В здоровом теле здоровый дух. Здоровье – основа жизни. Берегите здоровье. С такими плакатами участники акции стартовали с платформы ГУМа. По проспекту Леона шли около 200 ребят из разных городов и сел республики. «Участвуй, развивайся, достигай», гласили надписи на их футболках. Акция «Зарядка для страны» призвана популяризировать здоровый образ жизни. Так, весело шагая, ребята двинулись к колоннаде на набережной Махаджиров. Это здоровый образ жизни. Сегодня день физкультуры. Вот занимаемся. Просто супер настроение, что все вместе собрались, проводят такое мероприятие. На площади перед драматическим театром участники акции выстроились в шеренгу. Ну а затем коллективная зарядка. Зарядка для страны прошла сегодня на набережной Сухума. 180 учеников участвуют в ней. Молодежь Абхазии за здоровый образ жизни. Идея проекта «Зарядка для страны» зародилась в Сухумском доме юношества. Организаторы надеются, что к акции присоединятся как можно больше людей. Если каждая организация, каждый родитель рядышком утром со своим ребенком сделает 5-минутную легкую зарядку, у нас будет сильное, здоровое государство. Вот уже 2 года, как в рамках проекта «Молодежное участие и развитие» в 18 школах республики Сухумским домом юношества при партнерстве ЮНИСЕФ открыты клубы. Дети занимаются в них по 4 направлениям: экологическое воспитание, здоровый образ жизни, гражданское образование, математика и естественные науки. Недавно учащиеся клубов провели экологическую общественную кампанию «За чистые реки» в Абхазии. Сегодня все вышли на зарядку для страны. По словам Аиды Ладаря, следующая акция будет за безопасность на дорогах. После зарядки символическую гантелю передали представителю компании «Мобайл». Теперь, по задумке организаторов проекта, сотрудники компании должны провести массовую зарядку и выложить видео в социальную сеть. Далее эстафета перейдет другим компаниям. Таким образом, к физкультуре и спорту будут приобщаться больше людей. Нам очень приятно, что именно компания «Мобайл» выбрали следующим пунктом для передачи эстафеты. Мы поддерживаем работу секции Дома юношества уже многие годы. Наше сотрудничество имеет разные стороны, и сегодня мы принимаем эстафету с большим удовольствием и с настоящим спортивным азартом. Я думаю, что мы воплотим идеи сегодняшнего дня в жизнь. Массовое движение «Коллективная зарядка» подняли всем настроение.
Участники акции понимают, физкультурой заниматься необходимо. Акция очень интересная и познавательная. Здоровый образ жизни очень нужен, так как сейчас большая проблема с этим. Наркотики, курение – это все ужасно вредно, и мы боремся за здоровый образ жизни, который нужен молодежи. Ари акции скупа кубзера, хара араги хацета биртура, жухарада уйо кубзера йоурцезуха, биртура айцаларуб и шохтойпши хмнуйгаларуб. В этот день ребята также возложили венки к памятнику погибшим воинам в Отечественной войне народа Абхазии и у мемориала первого президента Владислава Арденпа. Участники акции сочли необходимым отдать дань памяти солдатам, отдавшим жизнь за то, чтобы в стране росли здоровые, крепкие физически и духом молодые граждане. Амра Амичба, Альбина Жиба, Артур Каланди, Абхазское телевидение. На сегодня это все. Увидимся на следующей неделе в это же время. С вами была Елена Лолуа. До свидания.